Планы есть конкретные. Такая ситуация была. Хочется как бы показать себе, конечно, с лучшей стороны. Я выбираю лингвистику. Со мной есть о чем поговорить, я считаю. Я опытный. Конечно, язык. Прежде всего. Потому что язык — это система. Много цитат очень. Всем привет! И вы смотрите вашу любимую рубрику «Гордость школы». Сегодня у меня в гостях олимпиадник, лингвист, спортсмен, отличник и просто хороший человек Слава. Привет! Привет, я Слава. Кто ты в первую очередь? В первую очередь для себя я Вячеслав, Слава. Отдельная личность, собственная. С чего вообще начался твой путь в олимпиаднике? Ну, все началось с начальной школы. Конечно, как и все, я участвовал, пробовал себя в олимпиадах, в исследовательской деятельности. Особых каких-то мест я не занимал изначально, но я стремился к этому. Мне очень нравилась олимпиадная деятельность и НПК разные. А чем тебя привлекало? Мне хотелось работать, мне хотелось чему-то учиться новому, и мне всегда хотелось развиваться как личность. Тяжело ли было участвовать в олимпиадах? Раньше для меня это было не тяжело, я даже не задумывался об этом. Но сейчас учеба стала сложнее, потому что мы все-таки ближе становимся к выпускным классам, и олимпиады стали уже более углубленные, у людей появились более как бы точечные цели, так же, как и у меня, и поэтому участие во многих олимпиадах одновременно для меня уже представляет некую сложность. Назови все предметы, по которым ты участвовал. Биология, география, экология, французский, английский, история, обществознание и вроде бы все. И сколько занимала призовых мест? В этом году я занял по французскому и по английскому, а в прошлом году по географии, по английскому, по биологии и по французскому. Тяжело ли участвовать в стольких различных предметах? Как я сказал раньше, это было не так тяжело, но сейчас это, правда, становится уже муторно для меня. Подготовиться к ним так довольно... Я хочу подходить ответственно к этому, я так и делаю, но это очень много энергии отнимает. Как ты готовишься к олимпиадам? Ну, я занимаюсь учителями, занимаюсь самостоятельно. Подготовка к различным предметам, конечно, отличается друг от друга. Например, по английскому я могу просто посмотреть несколько фильмов, чтобы слух быстренько поднаточить. А по биологии, по таким естественным наукам мне нужно прибегать к теории, читать какие-то справочные материалы. Если все олимпиады по всем твоим предметам будут в один день, какую олимпиаду ты выберешь? Наверное, английский язык, конечно. Почему? Я хочу связать свою жизнь с английским языком, поэтому он, конечно, для меня в приоритете. Есть ли давление со стороны окружающих? Да, конечно, давление есть со стороны учителей, потому что я на самом деле иногда мне очень тяжело это все делать, потому что я еще одновременно отличник, и, то есть я стараюсь хорошо учиться. Помимо этого у меня, конечно, есть... Отлично учиться. Помимо этого всего есть у меня еще и собственные дела, собственные хобби. И ими тоже, конечно, хочется заниматься. И когда, например, я не желаю участвовать в какой-либо олимпиаде по причине собственных дел, то, мне кажется, я могу огорчить или разочаровать учителей и как бы их ожидания от меня. И от себя самого тоже. Не всегда хочется, как бы стремиться к лучшему, стремиться к большему. Вот у многих людей вообще в мире такая проблема, что мне лень, я не хочу, не буду. Как ты борешься с этим? Наверное, я занимаюсь собственными делами, и я совмещаю это все вместе. Потому что когда я занимаюсь своими личными какими-то хобби, которые мне нравятся, да, соответственно, и я как бы отдыхаю, когда все это делаю, потому что мне это все в радость все это делать. Я понимаю то, что вот какой я молодец, это прогресс с каждым днем, все больше и больше, все дальше и дальше. И вот это как бы
Я считаю, что все нужно совмещать между собой, потому что, ну, конечно, если ты будешь чем-то заниматься одним, ты просто сойдешь с ума. Ты не сможешь заниматься чем-то одним бесконечно. Поэтому нужно совмещать и друзей, и учебу, работу у кого-то. Я знаю, что ты любишь изучать различные языки. Да. Какие языки ты изучаешь? Ну, прямо сейчас я изучаю английский, французский и японский. Вот если английский и французский понятно, это наша школьная программа, а почему японский? Японский. Меня привлекает японская культура, ну и сама Япония, в принципе, с начала моего, наверное, осознанного возраста, лет с 4 или с 5. Тогда просто мой брат увлекался этим также, и он мне привил интерес к этому. И вот по сей день все так же мне это нравится, и все-таки я стремлюсь к тому, чтобы познать культуру, познать людей и, конечно, язык прежде всего. Поэтому я изучаю его, и, возможно, когда-нибудь получится осуществить свою мечту, жить в Японии. А учиться там не думаешь? Учиться я тоже думаю об этом. Да. Планы есть конкретные. Слава еще занимается спортом. Да. Я занимаюсь спортом, потому что я считаю, что как бы физическое здоровье связано с ментальным здоровьем. Когда ты занимаешься спортом, ты отдыхаешь. Для себя я это воспринимаю так. Физически, возможно, ты устаешь, но энергия ментально набирается. Ну, так же, как я и ранее говорил, все это надо совмещать. Вот ты сказал, что для тебя спорт — это отдых, занятия своими личными делами — это отдых, изучение языков — это отдых. Что для тебя работа? Ну, работа — это, наверное, для меня что-то, что приходится в жизни просто делать. Это что-то обязательное. Ну, какие-то нудные предметы в школе, какая-то рутина жизненная. Вот это все для меня, наверное, работа. Оно забирает очень много энергии. А почему ты перешел с физмата в ГУМ? Почему я перешел с физмата в гуманитарный класс? Наверное, тогда я понял, что меня привлекают больше филологические предметы. Ну и лингвистика. В основном лингвистика, да. Ну, у меня такая проблема, то, что в принципе, я люблю учиться. Я люблю обучаться всему. И математике, и естественным наукам, и гуманитарным предметам. Но я тогда решил для себя в 7 классе, что я выбираю лингвистику. Да, тогда это был для меня такой важный шаг довольно. Он много поменял, честно, в моей жизни, очень много. Если бы я не перешел, я даже не знаю, что бы я делал. Да, правда. Есть такое убеждение, что люди относятся либо к физико-математическим наукам, либо к гуманитарным. Поддерживаешь ли ты это убеждение? Ну, можно относиться одновременно К тремя? как к гуманитарным наукам, так и математическим наукам, потому что гуманитарные науки иногда требуют аналитические знания, как раз-таки математический склад ума, например, языки, лингвистика. Язык — это система. Да, система. Нужны очень высокие аналитические познания, потому что язык — это система. Язык — это система, и все в ней взаимосвязано. Грамматика связана, лексика связана, все связано, правда. Да. Ты сам приходишь к каким-то выводам в гуманитарных науках. Ты делаешь какие-то для себя именно познания. То есть это помогает, гуманитарные науки очень помогают в жизни, я считаю. Там нет чего-то правильного. Да, там нет чего-то правильного. Ты сам решаешь, что для тебя есть правильно. Когда ты в каком-то предмете получаешь хорошую оценку, либо вообще в какой-то вот области, и ты всегда вот 5, 5, 5, 5, 5 лучший, а потом ты неожиданно получаешь 4 или во что-то ниже, ну, неудовлетворительную оценку для общества. Как-то чувствуешь ли ты себя
хуже? Считаешь ли ты, что это неправильно? Что ты должен был постараться? Винишь ли ты себя в этом? Ну, так сказать, не виню я себя, но результат мой зависит от меня, конечно, в основном. Позволяешь ли ты себе делать ошибки? Да, конечно. Нужно себе позволять делать ошибки. Без ошибок люди не учатся. Никогда. Это просто аксиома. Ну, например, когда я получаю неудовлетворительную оценку, ну, у меня такое бывает, конечно, как у всех, в принципе, то я просто задумываюсь, а что не так? Какая была ошибка? Нужно смотреть на свои ошибки и потом их не делать заново. Потому что есть такое выражение: первая ошибка является настоящей ошибкой, а вторая ошибка — это уже собственный выбор человека. Существует такой стереотип об отличниках. Кажется ли тебе, что ты какой-то неправильный отличник? Ну, наверное, раньше я был больше похож на стереотипного такого отличника. Честно, их называют ботанами, так сказать. Ботаны. Я был на него больше похож. На меня раньше вот как раз-таки давило общество, поэтому. То есть у меня были там проблемы с общением, с друзьями, вообще, в принципе, были проблемы, потому что со мной общались иногда только потому, что хотели использовать мои знания в своих целях. Но сейчас все уже не так. Сейчас все изменилось, в принципе. И, наверное, ну вот, как ты сказала, существуют отличники, которые только учебой занимаются, и другие отличники. Я, наверное, отношусь к другим отличникам, к такой сфере, то, что я просто люблю учиться, и я, в принципе, просто люблю не только учиться, а стремиться навстречу к новым познаниям, к тому, чтобы развиваться постоянно, ежедневно, ежечасно, ежеминутно. Ежесекундно. Ежесекундно. Ежемиллисекунды. Да. Какие еще единицы измерения времени вы знаете? Пишите в комментариях. Общество порой требует от людей, которые показывают хорошие, даже отличные результаты в той или иной сфере, требует подтверждения этих результатов вот ежечасно, ежеминутно, ежесекундно. Достигало для тебя порой чувство, что ты занимаешь высокие позиции не потому, что ты реально этого хочешь, а потому что общество иначе ты будешь не оправдывать их надежд? Да, я понял. Было такое, правда, было такое. Но я с этим справился так, то, что нужно ставить личные границы. Нужно ставить личные границы и показывать свои желания. Вот у нас сейчас проблема такая, в принципе, она всегда есть, и была, и будет, наверное, то, что взрослые люди иногда не воспринимают подростков как личность детей, в принципе, да, и как бы не задумываются даже об их желаниях, на их личном мнении. Да. И нужно просто показать, что оно у тебя есть, и показывать его яростно, хотя бы сначала. И потом уже просто все привыкнут то, что... И как бы все уже потом привыкнут к тому, что они увидят в тебя личность. Вот, я с этим справился так. И сейчас у меня есть границы собственные. Если я не хочу чем-то заниматься, я этим не буду заниматься. С какого года ты в медиацентре? В медиацентре я с 2019 года, да. Что ты делал в медиацентре? Ну, в медиацентре я снимаю видео, фотографирую и, занимаюсь, в принципе, стараюсь заниматься всем. Я ездил в Корею, да, и мы там снимали тоже с медиацентром. А почему пошел в медиасферу? Такая ситуация была. Я в 2019 году, в 2019 году ездил в Артек во второй раз, и я попал в медиаотряд как раз-таки. И вот там мне очень понравилась медиасфера. Мне прям зашло это. Да. Поэтому я там получил опыт, большой опыт. И потом пришел в медиацентр со словами: «Я опытный. Берите меня».
да. И вот так я вступил в медиацентр и связался. Но это как хобби больше для меня, да. В Артек ты попал благодаря Олимпиадам? Да, в Артек я попал благодаря Олимпиадам. В первый раз я попал от школы, мне школа выделила путевку, а во второй раз мне очень понравилось первый раз, и во второй раз я решил подать заявку самостоятельно, и я прошел отбор, и вот. Как ты ведешь себя в новой компании? Ну, в новой компании я стараюсь себя вести так, каким я есть на самом деле, но это не всегда получается на самом деле. Мне как-то хочется как бы показать себя, конечно, с лучшей стороны. Да, но это тоже не всегда выходит. И поэтому уже как бы... Но вот это тоже как бы выходит, что ли, преимуществом для меня, ну и для людей в принципе. Потому что потом с тобой остаются люди, которые как бы не просто смотрят на то, что, ну, какой ты, просто оболочку твою, то, что ты там лучше что-то, ну, какие-то хорошие поступки. Ой, подождите, это уже не то, у меня путается все. Что я хотел сказать? Я что сказал? Стараюсь показать себя с лучшей стороны. Да, вот. Это выходит преимуществом для меня, потому что с тобой остаются люди, которые не только видели твою лучшую сторону, но и как бы и не лучшую сторону. Да, они принимают тебя таким, каким ты есть. Какие у тебя положительные, а какие отрицательные качества? Своими положительными качествами я считаю рациональность, организованность. Я стараюсь быть организованным человеком. Это намного влияет на самом деле в жизни. Также кругозор свой я считаю положительным качеством. Ну, со мной есть о чем поговорить, я считаю. Своими, наверное, отрицательными качествами я считаю замкнутость, может быть, небольшую такую. Вот лично для меня это так. И, может быть, иногда страх к чему-то неизведанному. Хотя я считаю, что нужно как бы идти к чему-то, стремиться к чему-то интересному, чтобы познать что-то новое. Что для тебя значит слово «друзья»? Друзья. Наверное, это такие люди, которые всегда будут со мной. При любых обстоятельствах, вообще в принципе. Даже если мы будем меньше общаться или вообще не будем общаться какое-то время, то они останутся моими друзьями, потому что мы прожили с ними определенные события какие-то, прошли через какие-то ивенты, хотел сказать, прошли через какие-то трудности вместе. Да, мне с ними весело, мне с ними комфортно, главное. И дружба для меня значит очень-очень многое. Это то, что должно быть у каждого человека. Каждый заслуживает иметь друга. И она должна сопутствовать тебе на всем твоем жизненном пути. Был ли в твоей жизни период, когда ты думал, что ты без друзей? Боролся ли ты с этим как-то? Подожди, сейчас я подумаю. Я не знаю. Ну, был период. Но я не боролся с этим. Да, такой период, конечно, был. И я на самом деле с этим не боролся, наверное. Да. Но я и не плыл по течению. Я старался просто как-то, честно, не задумываться об этом даже. И потом друзья, на самом деле, появились сами в моей жизни. Вот. Я считаю, что друзей не надо искать. Друзья, они сами приходят к тебе. Много цитат, очень много цитат. Да, очень. Твои хорошие друзья подготовили для тебя видеообращение? Да. Слава, мой близкий друг, он целеустремленный, понимающий и веселый, может дать хороший совет. Желаю ему всего самого хорошего.
Мы со Славой общаемся уже 3 года, и все это время мы были рядом друг с другом. Также за все это время мы со Славой через многое прошли вместе. Множество веселых и грустных историй, которые сейчас, возможно, забавно вспоминать. Слава замечательный друг, и я надеюсь, он об этом знает. Он всегда поможет и поддержит в любой трудной ситуации. Он всегда на позитиве, и он очень мотивирует меня стараться изо всех сил. И я надеюсь, что Слава сможет пройти через все трудности, которые его поджидают, и что он знает, что я всегда буду рядом. Всё. Со Славой мы дружим достаточно долго, и с ним никогда не бывает скучно. В трудную минуту он знает, что сказать и как поддержать. Слава тот человек, на которого стоит равняться. Я очень рада, что я с ним дружу. Мне бы хотелось сказать большое спасибо, честно. Это очень трогает меня. Спасибо за то, что вы всегда со мной. Спасибо, что всегда поддерживаете меня в любых трудностях и моих каких-то начинаниях и продвижениях. Я думаю о вас также. И всегда буду вас поддерживать. И всегда буду с вами. Спасибо. Теперь у нас в эфире Блиц-опрос. Назови 5 вещей, без которых не обходится твой день. Еда, учеба, так, друзья, люди, потом, наверное, игры и отдых с животными, со своими близкими питомцами. Любимый музыкальный жанр. Джей-поп. Что посмотрел последним на Ютубе? Последним на Ютубе я смотрел литературную передачу «Калинкин и Касьян». Меня подруга подсадила на нее. Какой фильм посоветуешь каждому? Наверное, мне очень нравится «Интерстеллар». Это мой любимый фильм. Это научная фантастика. Там раскрываются многие моменты. Да. Как проводишь свое утро? Я пытаюсь его проводить спокойно. Потому что как начнешь день, так его и проведешь. Поэтому я пытаюсь начать его не хаотично, а встаю, просыпаюсь потихоньку, умываюсь, кушаю. Обязательно нужно покушать утром, всегда. Это энергия на весь день. Закончи интервью 3 словами. Живите здесь и сейчас. Спасибо за просмотр. Пишите свое мнение о выпуске в комментариях. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем удачи, пока! Всем пока!